30 преступлений зарегистрировали наркополицейские коми в первые дни Нового года. 2/3 из них тяжкие и особо тяжкие. В праздники сотрудники службы по контролю за оборотом наркотиков традиционно работают в усиленном режиме. Ведь именно в это время продавцы дурмана проявляют небывалую фантазию. Репортаж Светланы Некрасовой. Новогодние праздники для наркополицейских региона – время горячее. Желающих получить в качестве подарка заветную дозу зелья хватает. Например, в местах не столь отдаленных. Колониям в первые дни года борцы с дурманом и сотрудники ГУФСИН уделяли особое внимание. И не напрасно. В Ухте, например, приехавший на свидание с заключенным мужчина спрятал шприц с приготовленным к употреблению наркотиком в собственных трусах. Жертва оказалась напрасной. Гостя разоблачили. Не дошла до адресата и еще одна посылка уже в Сыктывкаре. Совместно с 25-й колонией с использованием служебно-розыскной собаки проводился обход территории, в ходе которого был обнаружен схрон наркотических средств, предназначенный для переброса в исправительное учреждение ИК-25. В данном схроне было обнаружено значительное количество наркотических средств, более 4 вида наркотиков, предназначенных как для курения, так и внутривенного употребления. Спектр изъятых в дни праздников наркотиков довольно широкий. Гашиш, марихуана, различные синтетические и психотропные вещества и даже 20 граммов героина. Этот вид дурмана в прошлом году в коме практически не встречался. По-прежнему популярным среди любителей зелья остается дезоморфин. Именно он собирал в праздники целые компании. Можно сказать, что данные виды притонов были ликвидированы и изобличены на территории города Сыктывкара и города Ухты. Все 6 притонов – это дезоморфинового вида наркотических средств. Там были выявлены порядка где-то 40 или 30 лиц, причастных к потреблению наркотических средств. Впрочем, наркоборцы региона отмечают, в этот раз они накрыли в 2 раза меньше дезоморфиновых притонов, чем за новогодние каникулы прошлого года. Причина – введение рецептурного отпуска кадеин содержащих препаратов. Доза крокодила после этого выросла в цене в 3-4 раза. И когда-то самый доступный наркотик стал весьма недешевым. Светлана Некрасова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.